Здравствуйте! Вы смотрите телеканал Софина, в эфире программа «Вместе». И сегодня тема нашей передачи – запуск грандиозного телевизионного проекта «Центральная Азия ищет таланты». Сегодня у нас в студии эксперты в различных сферах и таланты, замечательные молодые таланты, которые будут вдохновлять и раскручивать, наверное, аудиторию на то, чтобы каждый из вас смог заполнить заявку. Те, кто имеют таланты. И главное, в этом проекте нет ограничений ни в возрасте, ни в талантах. Вначале мне хотелось бы, конечно, задать вопрос нашим авторитетным экспертам, участникам многих международных фестивалей различного рода. Фируз Хакимов, здравствуй, рада тебя видеть. Хотел бы в первую очередь сказать, что данный проект вот за всю свою 15-летнюю деятельность по изготовлению такого рода продукции, такого рода контента, он предоставляет возможности не только для узкого жанра, то есть творческой деятельности молодежи, то есть не только, например, математики могут участвовать, не только певцы, не только танцоры, то есть здесь собираются все. Данные проекты в Советском Союзе были, если кто-то помнит, вот мое поколение, «Алло, мы ищем таланты», это так и называлось, это была не передача, это в каждой школе делали, то есть просто талант. Во-первых, можно заработать деньги, реальные деньги, которые могут ваш бюджет, за ваш талант вы можете. В принципе, все нормально, здесь очень хорошая возможность. Единственное одно, дорогие друзья, когда вы будете выступать, когда вы будете подавать заявки, во-первых, это нужно делать быстро, это нужно делать своевременно, и к этому очень педантично нужно подходить, потому что здесь за вас будут голосовать не только специалисты, жюри, но и самое главное зрители. Если кто-то смотрел последнее шоу «Голос», «Дети», был большой скандал именно за счет СМС-голосования. Я вам могу точно сказать, здесь вряд ли будет. Так что если кто-то будет заниматься накрутками, у вас это дороже выйдет. Поэтому лучше старайтесь, учитесь, готовьтесь, и я надеюсь, ваши родители, ваша семья и наш народ поможет вам в продвижении вашего таланта. Спасибо огромное. Действительно, это уникальный телепроект, потому что в нем могут участвовать все, вне зависимости от возраста, национальности, вне зависимости от таланта. Сегодня в этой студии прозвучат советы, как нужно удивлять. Это ведь не только наша страна, это весь Центральноазиатский регион. Поэтому как удивлять соседей, как удивлять друзей, как удивлять близких, как вдохновлять своим талантом. Сегодня вот такие вот речи от наших экспертов и от победителей многих музыкальных конкурсов, и не только музыкальных, здесь сегодня в этой студии прозвучат. Мне бы хотелось услышать Зафар Абдуалимов. Зафар, вы наставник молодых талантов, и не первый год ваши ребята участвуют на международном, музыкальном фестивале, есть действительно призовые места, вам есть кем гордиться, нашей стране есть кем гордиться. Да, конечно. Конечно, это такого рода конкурсы, они очень важны для нас, в частности, потому что это мотивирует нашу молодежь. На самом деле очень много у нас талантливых детей и взрослых, которым просто некуда расти, то бишь негде себя показывать. И вот именно такого рода конкурсы, я думаю, что очень прекрасно. Нужно к этому относиться, знаете как, очень трепетно. Надо подготовиться очень тщательно, потому что от нас мало кто выступает в других странах, мало кто представляет нашу страну. Мы только начали, это буквально пару лет, Вот Silk Star, это самое, во весь голос, вот. Поэтому к этому надо серьезно отнестись и действительно с хорошим материалом представить нашу страну. Не только себя, но и нашу страну. Зафар, когда вы наставляете своих талантливых ребят, что вы им говорите, как вы их мотивируете перед выходом на сцену? Потому что будет кастинг, это будет отбор, международное жюри. Действительно, это очень высокий уровень, и к этому нужно готовиться. Что вы говорите этим ребятам? Непосредственно перед выступлением, я, наверное, мы до этого выступления, наверное, по 8, по 10, по 12 часов занимаемся, что было в прошлом году. А уже непосредственно перед выступлением я обязательно говорю, что, ребята, соберитесь и помните, что за вами страна. И все. Я думаю, что они делают свою работу. Я бы хотела также спросить, ваша команда будет участвовать в телепроекте «Центральная Азия ищет таланты»?
Да, моя ученица Манижа Тошбалтаева будет участвовать обязательно. Вот мы уже подали заявку. Уже у нас 2 номера из 3 номеров готовы. Вот, Пока так секреты что- не раскрывайте, это будет что-то нет, интересное. конечно. Да, это интересно, конечно, будет. Вот. В общем, из моих есть уже учеников. Спасибо большое. Я знаю, Манижа Ташбалтаева сегодня на студии. Давайте вместе ее послушаем. Я понимаю, что сегодня, возможно, она петь не будет, но давайте послушаем, почему она решила принять участие в этом телепроекте. Манижа, вы участница многих телепроектов, да, в том числе и «Удивительные люди». Расскажите о своем опыте, да, и почему вы решили подать заявку на участие в этом проекте. Ну, мне кажется, что это будет отличная возможность проявить себя, показать свой талант, познакомиться со многими людьми и также просто набраться опыта, даже если не пройти дальше. Я понимаю, что вы всех секретов своего будущего выступления раскрывать не будете, да, но тем не менее нам будет приятно за вас болеть и держать кулачки. Но есть какие-то, это что будет, песня, это будет ментальная арифметика, в чем вы покажете свой талант? Это будет что-то вроде такого микса. Здорово. Манижа, у вас уже есть опыт выступления перед аудиторией, ведь согласитесь, это же не просто, когда на тебя смотрят столько глаз и в тебя верят, от тебя многого ожидают. Как сконцентрироваться, как собраться, что нужно делать, как готовиться, вот какие-то секреты или какие-то советы от вас? В первое время, возможно, будет страшно, потому что, держаться на сцене действительно страшно, на тебя смотрят много людей, но в эти моменты я только думаю о стране и о своей семье, чтобы... Мне хочется просто, чтобы мной гордились, поэтому все. Спасибо. Я знаю, что сегодня в нашей аудитории есть ребята, которые подали или намерены подать заявку на телепроект. Да? Давайте вас послушаем, вашу историю, почему именно вы и чего вы ожидаете от телепроекта. Мы начали заниматься сравнительно недавно, но мы надеемся, что этот проект даст нам возможность показать себя, представить свою страну, и мы очень надеемся, что наберемся опыта, подружимся с людьми из других стран, и это будет для нас большая возможность не только себя показать, но и стать с кем-то познакомиться, и мне кажется, это даст нам многое. Шабнам, вы главного не сказали, какую именно сферу вы будете представлять, и кто ваша команда, пусть поднимут руки. Мы представляем направление современные танцы, наша группа называется Step Up, вот наши представители. Отлично. Сколько у вас человек? Мы выступаем 7 человек, но наша группа состоит больше нас человек. Вы что-то интересное приготовили? То есть вы понимаете, чем удивлять? Есть какое-то ожидание, есть страх, да? А понравится? А сможет это вот как-то попасть, наверное, в десятку? Конечно, есть волнение, без этого никак, но мы вам покажем микс из нескольких танцев, в котором соединены в основном современные стили. Отлично, спасибо. Gucci Mane вышел, Даймбэк вышел. Вы все мышь. Я взял лут и вышел, бэйби, ты пьяшишел. Мы офу. Я взял твоя бу и мой брат. Или это ты став ту-ту-ту. Есть 5 шутера, и они не врут. Закрывайте окна, двери, ведь я иду брать лут. Я иду брать лут, дай мне инвентарь.
miss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Каждую неделю Казахстан на один единый номер принимает заявки от всех стран Центральноазиатского региона, и причем это могут быть разные таланты. Среди списка талантов есть еще актерское мастерство, поэтому в нашей студии Хуршед Мустафоев, известный актер нашей страны, да, наставник также молодых талантов. Что можно пожелать нашим участникам, чем удивлять? Очень много талантливых ребят, причем по регионам, да, это огромное количество. Телеканал Софина очень скоро будет ездить со своими турами по регионам и искать таланты, чтобы можно было достойно представить нашу страну на этом замечательном конкурсе. Что вы можете пожелать ребятам? Во-первых, отрадно то, что Софина делает эту программу, и то, что вы сейчас сказали, что вы будете ездить по районам, по городам, чтобы найти эти таланты. Потому что я думаю, что в нашей стране немало талантов, чем в других. Но как-то это все было, ну вот то, что в России вот эти программы, которые есть, очень единичные были с Таджикистана, очень редко кто туда мог попасть. И я всегда удивлялся, почему так мало, потому что у нас много талантов и в танцах, и в песне, и в актерском мастерстве, да, молодых людей очень много, и также и взрослых. Но спасибо, что вы это делаете, и я думаю, что теперь будет больше с Таджикистана как бы заявок на такие конкурсы. А то, что как я своим ребятам говорю, которые у меня учатся, и даже то, что с актерами на сцене, единственное, что чтобы тебя приняли, чтобы удивились твоим талантом. И я думаю, что нужно показать себя от души. Нужно верить в себя, во-первых, да, послушать свое сердце, а сердце даст импульс мозгу, и мозг включится, и ты себя покажешь отлично. Спасибо. Мы очень надеемся, что у ребят действительно совпадут все возможности и желания. Ваша команда будет подавать заявку на участие в проекте «Центральная Азия. Ищет таланты»? Да, у меня студентка Фируза, она очень хочет. И я думаю, что она достойно может выступить, потому что у нее есть потенциал, у нее есть данные, и у нее самое важное есть, самое главное, желание. К нам на передачу вы пришли со своим номером? Да, у меня ребята будут показывать такой маленький номер под музыку. Ну, это как экспромт, поэтому я не думаю, что они этим номером могут удивить, но чтобы немножко разбавить обстановку. Спасибо. Давайте вместе посмотрим выступление команды Хуршеда Мустафоева. Да, возможно, этот номер и не попадет на проект, это будет что-то другое, но, по крайней мере, мы поймем, в каком направлении можно двигаться. Да. То есть этот номер, не хотим, чтобы этот номер выступал. Мы как бы просто себя как бы показать, что мы можем сделать и как мы можем миксовать театр с танцем. Там, скорее всего, мы будем делать номер с ней. Там будет присутствовать и как бы пластика, и актерское мастерство, то есть выкладывать душу, и, может быть, будет и текст, и все остальное, то, что связано с актерским мастерством. Спасибо большое.
Спасибо огромное, ребята. Мы еще к хореографии вернемся. У нас есть гости, которые могут еще что-то рассказать и показать. Но есть, по-моему, добавление от наших экспертов. Фирус, пожалуйста. Вы все заметили, что это очень трогательный номер, что он освещает проблему людей с ограниченными возможностями. Но это тот вариант, как нельзя представлять этот номер. Хуршед, ты прекрасно знаешь, что каждая, любая увертюра есть. Во-первых, не всегда. В данном конкурсе есть одна очень маленькая деталь, его всегда могут остановить. Потому что пока она вышла, пока она полчаса собиралась мыслями, пока она играла, это все нормально, может быть крестик и просто не дойдет до момента, когда она встанет. Вы должны четко знать, ребята, если вы что-то делаете, особенно танцоры, начинайте в первую очередь с костюма. Вот она вышла, темненькая девушка в темном платье, ее вообще не будет видно. Конечно, можно, я говорю как эксперт, я прошу меня просто понять, потому что я всегда желаю только хорошего всем. И вот Зафар тоже поймет. Она очень в плане того, что даже когда появляется мелкая возможность выступать на людях, вы должны в первую очередь знать, это должно быть ярко, это должно быть креативно. Любой вот продукт в упаковке намного дороже и намного интереснее смотрится. Поэтому думайте, когда вы делаете свой талант, обязательно думайте и как его подать, и об упаковке. У меня есть такое предложение, Фирус. Вы могли бы быть консультантом этого проекта, чтобы те ребята, которые готовят номера, они могли говорить, вот Фирус, как выстрелить? Нет, потому что нам нужно помнить, что это в первую очередь шоу, поэтому оно должно быть красочным, ярким, динамичным. Мы заговорили о пении, давайте перейдем все-таки к Зибо. Зибо, вы представляете здесь группу Вест, но и более того, я знаю, что вы финалисты музыкального конкурса «Премия Боба», да, и Малика Шукурова тоже здесь, мы сейчас послушаем вас. Мы бы хотели ваше мнение, послушать ваш совет, ну и, конечно же, пение. Как можно вот дать вот этого жару и шуму зрителям? Я так предполагаю, что будет все-таки пение, танцы и актерское мастерство, оно будет иметь преимущество над всеми остальными талантами, которые будут представляться. Три эти направления очень тесно связаны, как правильно сказал Хуршед, очень тесно связаны с вашим сердцем. Если вы сделаете это неискренне, оно и не прокатит, если по-честному. Но и Фирус прав, потому что если вы сделаете это искренне, но вы будете одеты, не знаю, как будто вы пришли с пижамой вечеринки, это тоже не прокатит. На тебя смотрят. Ты в первую очередь показываешь себя внешне. Кто бы что ни говорил, встречают по одежке. Поэтому в любом случае заниматься нужно 100%. Быть готовым, иметь хорошего наставника, потому что все равно моральная поддержка, она тоже очень важна. Если у вас не будет наставника как профессионального, так и духовного рядом, как правило, это родители у большинства, да, детей особенно. Поэтому все, что нужно знать, чтобы выйти на сцену и сделать как надо, нужно подготовиться как надо. И просто не должно быть страха это все делать. То есть если ты идешь, ты знаешь, на что ты идешь. Ты идешь на шоу, да. Ты идешь показывать свой талант, да. Не бойся этого. Ты выбрал этот путь. Встань, иди и сделай. Зибо, покажите нам, как нужно спеть. Мы вас очень просим, аплодисменты, дорогие друзья. Зибо, на самом деле вам есть чем гордиться, у вас есть потрясающий голос, исполнение, но мы вас очень просим, даже если вы не подаете заявку на шоу таланта, пускай ребята понимают, в каком направлении это тоже будет очень выгодно, круто и мощно. Тогда, наверное, вы вот просто похлопайте как-нибудь, чтобы... Чуть-чуть помедленней. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Вот как-то примерно вот так должно быть. Спасибо, но мы хотели больше, спасибо огромное. Малика, мы слушаем вас, потому что вы финалистка музыкального конкурса «Премия Боба». Я знаю, что вы тоже хотите попробовать свои силы в телевизионном проекте «Центральная Азия ищет талант». Это правда? Да, это правда. На самом деле хочу сказать то, что это очень классный конкурс для жителей Таджикистана, так как у нас нет множества подобных локальных конкурсов. И я хочу пожелать огромной удачи тем, кто собирается подавать на этот конкурс, в том числе и себе. Правильно. Вот. Малика, у вас за вашей спиной победа, да, в музыкальном конкурсе. Скажите, вот что самое сложное было, да, или к чему нужно было готовиться на сцене? Я знаю, что ваш номер очень понравился жюри,
да, и зрителям тоже. Вы были такой одной из фавориток конкурса. Я участвовала в национальном конкурсе «Музыкальная премия Боба», представляла там свою песню, которую сочинила сама, и для меня было сложнее всего именно раскрыть душу, потому что в моей песне заключалась именно искренность, и я хотела как можно лучше показать ее на сцене, так как то, что я чувствовала. Вот. И вечная борьба, которая происходит с выступающим на сцене, это борьба между ним и волнением, и это на самом деле очень злая штука, и я хочу сказать, что когда ты выходишь на сцену, тот страх, который ты себе внушаешь, ты должен точно так же себе внушить, убрать его, чтобы он исчез, и чтобы ты по полной показал себя, потому что другого шанса не будет. Отлично, спасибо. Мы будем болеть за вас и за вашу гавайскую гитару, правильно? Это ваш инструмент, на котором вы исполняете свои песни, поете, сами музыку сочиняете, да? Это действительно очень трогательно, ярко. Я думаю, что нам будет что посмотреть на проекте «Центральная Азия ищет таланты», именно ваш номер. Мы продолжим нашу беседу. Мы бы хотели сейчас поговорить о хореографии. Я знаю, Макс Александров, вы молодой хореограф, у вас тоже есть своя команда. Макс, у вас есть свое видение, представление, что вы будете показывать или что вы хотите ожидать от тех, кто будет подавать заявки на этот телевизионный телепроект? Во-первых, для моей команды, например, такие выходы, они впервые. Да? Но я надеюсь, конечно, что они соберутся, потому что вот именно как раз-таки вот этот страх и волнение, то есть это уже совершенно другой уровень. Были моменты, когда мы вывозили детей на фестивали, да, но тогда у меня не было своей команды. Вот. И мы вот как раз-таки столкнулись с той проблемой, то, что недооценили тот уровень. Да? То есть, да, мы подготовили хорошую хореографию, сделали изумительно, но мы, как сказать, прошляпили тот момент вот этой конфетки. Да? Обертки, то есть, да? Да, обертка была не подготовлена. То есть костюм, образ, то есть, естественно. И тут очень важно готовить детей к тому, что они могут проиграть. Это очень важно. Потому что для них это влияет на психику. Поэтому изначально, даже когда вы отправляете ребенка, то есть нужно его подготовить на то, что ты можешь проиграть. Ну, я думаю, что дети тоже будут, конечно, это тоже отдельная категория в этом телепроекте, но будут ребята и постарше, да, и в этом плане. А для ребят постарше, конечно, это просто уверенность в себе и в том, что ты делаешь непосредственно. Вот. Но и целостный номер, который должен быть вот во всех пунктах просто идеален. Отработано, да? Да. Это действительно колоссальная работа над своим номером и над своим образом. Ну, хореография, вот, например, удивить хореографией на таком конкурсе, это если ты будешь делать фьюжн, да, то есть какой-то сплав чего-то с чем-то, да, то есть вот это вкусно, интересно, и это цепляет. То есть не так, то, что ты идешь, показываешь, например, «Волк». Ну, «Волк» по всему миру показывают, и причем есть такие культовые дома, от которых все и равняются, как бы. А если ты «Волк» воткнешь, например, с национальным танцем, вот это уже интересно. Спасибо, спасибо большое. Be better than a King Stony. This my mother, then your skin start bleed. So don't bother mess with my mommy, with my mommy, with my mommy. If I take your bad, say you better than she. Not the gaga bark, long time them don't eat. Rap on, pop off, make you move like freak. They say them a gangster, but so is mommy. Left cheek, right cheek, left cheek, right cheek, left cheek, right cheek, left cheek, right cheek. Tip top, tip top, tip top. Chains on, got me looking like a no girl can't tell me about my mother. 16 shot, we go longer than a ladder. Them if it talk, but they real done dada. Put body in a pot, them a bun like gummer. No boy can't diss me or my mother. Round here real safe, everybody need ammo. 16 shot, we go shot at any brother. Da 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 da. This my mother, you know.
y el anillo, y el anillo, y el anillo pa' cuando. 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 Me gusta verme bailar. Y el anillo pa' cuando. Я знаю, что здесь у нас в студии есть Ильхом. Ильхом, вы также финалист музыкального проекта, да, премия Боба. Я знаю, что ваш номер тоже был таким действительно в фаворите, да, и очень многим зрителям заполнился. Расскажите о себе и о том направлении, в котором вы работаете. Здравствуйте, меня зовут Мирзоев Ильхом. Я делаю музыку с раннего детства. Вот сейчас. Вы рэпер, читаете рэп? Рэпер. Я читаю рэп, делаю музыку, пишу биты. Что такое биты? Это минуса, под которые рэперы читают. Вот. Ильхом, вы будете подавать заявку, будете участвовать в проекте? Да, конечно, я хочу испытать себя. Я там хочу вживую все на ходу делать музыку и читать. То есть приблизительно можете показать, как бы это могло выглядеть? Может быть, микрофон ребята рядом поддержат, а вы покажете, как это будет? Ну, здесь нужна машинка, так как у меня нету ее с собой. Я могу только читать. Что вы можете другим ребятам пожелать вот в этом проекте? Удачи. К чему готовиться? С чем придется столкнуться? Ну, там многие разные таланты. Надеюсь, нелегко будет мне победить. Мы тоже так думаем. Я знаю, в нашей аудитории есть еще представители различных молодежных организаций, да, которые также сейчас бросят клич среди своих ребят. Кто мог бы показать, какие именно таланты? Давайте вас послушаем. Первые минуты вот этой программы, да, у нас уже мотивации появились. Ребята вот хотят подать заявку, да, и мы тоже желаем им удачи. И то есть в процессе вот всех вот этих работ, да, которые мы осуществляли, которые мы проводили акции, мероприятия, да, мы организовывали, то есть ребята сами организовали там какие-то флешмобы, да, у них свои таланты были. То есть мы в основном занимались и сами развивались. И мы надеемся, что наши ребята тоже подадут, и удачи всем. Спасибо. Ребят, ну вы слышали советы экспертов, да, как себя вести на сцене, каким должен быть номер, поэтому обращайтесь к нашим консультантам, чтобы действительно ваши номера были яркие, красочные и попали в шоу. Ну, а я знаю, что у нас еще в студии есть представители Лиги роботов, да, я так понимаю, да, ребята, которые тоже знают, чем удивлять, потому что талантов, ограничений в талантах у нас нет, поэтому давайте мы послушаем нашего представителя, который расскажет о своих талантах, о тех ребятах, которые также хотят подавать заявку на участие. Вы хотите подавать заявку? Да, конечно, постараемся. Сейчас у нас идет тщательная подготовка к международной олимпиаде, которая тоже будет проходить в Венгрии. Сейчас пока что республиканская будет 29-30. То есть ребята из Таджикистана будут принимать участие? Да, конечно. Сначала пройдет в Душанбе. Мы ее организовываем, наши дети будут участвовать. Также будет маленькая реклама, может быть. Дети, которые дома занимаются робототехникой, тоже будем ждать их, чтобы они тоже проявили свои таланты у нас и попробовали себя в робототехнике, посоревноваться. Я знаю, в этой студии есть еще юные изобретатели, да, ребята, молодые новаторы таджикские. Что вы будете показывать здесь сегодня и, возможно, на телепроекте? У нас в организации есть каждые 4 месяца ребята делают определенные проекты. И сейчас у ребят настал выпускной, и у них в 4-м месяце они подготовили определенные проекты. Например, у нас Гулам Хайдаров Нури, он здесь, Румянцев Михаил и Иванов Олег. Одна команда сделала рисующую машинку, а вторая сделала проект робот-уборщик. Сортировщик мусора. Сейчас проблема экологии очень большая, и поэтому ребята тоже об этом задумались и начали с малого. И надеемся, что в будущем, через лет 10-20, когда подрастут ребята, уже это будет распространено в мире, в Таджикистане тем более. Отлично. Давайте пригласим сюда на сцену ваших ребят, и они покажут, что могут делать ваши роботы. Да, идемте, ребят. Мне 13 лет, я
построил робота-художника. Он может рисовать разные узоры человека, может написать разные надписи. Я участвую в робототехнике Лиги роботов города Душанбе, и каждый 4 месяца у нас происходит проектное занятие. Мое проектное занятие — это робот-художник, а моих друзей, у них робот-сортировщик мусора. Мой робот примерно будет рисовать. Сейчас я вам продемонстрирую. То есть есть уже бумага, вы поставили, да? И обычно он у нас рисует такие узоры. Ага. Вы задаете, да, алгоритм определенный, и именно такой рисунок получается. Покажите камере. Мы представляем Лигу роботов города Душанбе. У нас на проектном занятии мы построили такого робота-рассортировщика мусора. Он по координатам едет и в определенные отсеки расставляет мусор. В дальнейшем мы еще хотим построить более масштабнее и мощнее робота, который будет действительно на улицах города убирать мусор. Ну, как здорово. Покажите. Отлично. Действительно, в нашей программе сегодня очень разные таланты мы увидели, да, очень много интересных советов. И еще по хореографии, поскольку действительно у нас доминанта получается, и по мнению генеральных продюсеров тоже, да, что музыкально-танцевальная часть, она, конечно, будет доминировать в этом телепроекте. Мне бы хотелось послушать представителя Национальной федерации спортивных танцев. Здравствуйте, мы рады вас видеть на студии. Вы подаете заявку, да, вы планируете? Да, конечно, мы подаем заявку, мы планируем. Будучи в этой сфере уже не мало, наши студенты, наши ученики являются многократными призерами в различных фестивалях, поэтому сейчас мы тщательно занимаемся готовкой к этому фестивалю. Я бы хотела пожелать нашему народу, сказать им пару мотивирующих слов, так сказать, что не надо бояться. Будучи в той сфере, будучи там, мы понимаем, что там сидят такие же люди. В принципе, ничего и бояться, волноваться не стоит. И самое главное — это поверить в себя. Вот наглядный пример тех наших учеников, которые поверили в себя, которые поехали, заняли призовое место. Естественно, стоит подготовиться хорошо, чтобы не ударить лицом в грязь и представить нашу республику достойно. Еще раз напомним, от каждой страны будет свой страновой победитель, и в декабре, конечно, в финале посредством голосования в прямом эфире будут выбирать призера, финалиста, вернее, который станет победителем всего центральноазиатского телепроекта. Зибо, вам есть еще что добавить? Я думаю, даже показать ваши ребята смогут. Да, дело в том, что мы не просто так сегодня собрались, каждый находит своих талантов, берет подопечных, так же, как и группа ВЭС, которая собирает и поющих ребят, и танцующих ребят. Сегодня в зале с нами не просто танцоры, да, есть современная хореография, есть спортивная хореография, есть также классическая хореография. Я хочу представить вам Нузанин Юльчиеву, которая здесь сегодня, она балерина оперного театра, которая также является в составе группы ВЭСТ. Мы покажем небольшое фуэте, чтобы все знали, что не только можно удивить и современной хореографией, и фьюженом, и всем остальным. Очень важно иногда не забывать также про классику. Поэтому, если можно будет, нам Ноза не покажет небольшое, такую, скажем, импровизацию. Аплодисменты, да. Отлично. Спасибо огромное. Первыми зааплодировали у нас, да, хореографы, потому что действительно это прекрасно. Замечательно. Дорогие друзья, у нас, по-моему, есть еще песня в зале, потому что аудитория созрела. Люди решили, что пора подавать заявки, пора исполнять песни. Давайте послушаем, микрофон передадим к нашему участнику. Расскажите о себе, почему хотите подать заявку и принять участие в этом телепроекте. Я Игамбердиев Мухаммаджон, учусь на юриста.
И параллельно занимаюсь музыкой и пою как бы. В жизни как бы не имею музыкального наставника, нету музыкального образования и занимаюсь этим самостоятельно. И хочу спеть вам свою авторскую песню. امروز در آغوش ای غم ها شده به کس و تنها هنوز پشیمانم که شکستم آرزوها در آرزوی حیاتی سالم به مدار و به قرار میخواهم کنم فراموش که مرا مرگ انتظار زندگی امروزه چی خیلی شیرین و زیباست لیکی میخورم افسوس میروم سوی آسمان نمیخواهم بمیرم خوشبختی را ندیده بیمارم من امروز میرزم و بیدیده آفتابی درخشان برایم شده تاریک میروم از این دنیا آخرت شده نزدیک بیایه دوستانی جان نماند مرا تنها دل شکسته‌ام امروز میروم از این دنیا. Спасибо. Вот так рождается талант у нас на передаче. Я бы хотела послушать наших экспертов, ваши советы, да, что-то доброе, светлое пожелать нашим участникам. Ну, конечно, надо, на самом деле, если вы хотите участвовать, надо обязательно заниматься вокалом и поставить голос, дыхание и т.д. и т.п. Но, в принципе, сказать то, что тембр, мне понравился тембр голоса, очень даже. Единственное, почему вы выбрали такую проблему в песне, такую серьезную? На таких проектах нужно, чтобы песни были веселые или какие? Так нет, конечно. Ну какая-то мысль должна быть, но не настолько серьезные проблемы. Так что пойте, пожалуйста, веселые, радостные песни, да, вдохновляйте зрителей, так, чтобы действительно аудитория вас полюбила. Фирус, прошу вас, наверное, какие-то завершающие комментарии, экспертное мнение. Ну, я бы в первую очередь хотел сказать, что занимайтесь этим только для того, потому что это зовет ваше сердце, потому что кто бы что ни говорил, пока сам человек, двигатель не зажгется, он этим заниматься не будет, ни один конкурс, ни одни деньги его мотивировать не будет, это раз. Во-вторых, если вы что-то почувствовали, это, как сказал, я подтвержу еще раз слова Хуршеда, если вы что-то почувствовали, что у вас получается, подавайте заявки и занимайтесь этим до конца, совершенствуйтесь. Вот здесь многие говорят, у нас нет наставника, у нас нет этого. Сейчас мы, слава богу, живем в 21 веке, где есть очень много моря информации. Если кто-то заметил, многие уже сделали профессиональный рост, не общаясь напрямую с наставником. Это есть скайпы, эти, YouTube. В общем, все, что можно, информацию делайте, все для совершенствуйте рост. И самое главное, то, что сказал Максим, не воспринимайте этот конкурс как последнее доказательство жизни, последний шанс. Перед вами сидит человек, который ни один конкурс никогда не выиграл. Да. Но уже 15 лет я сижу в качестве судей и устраиваю эти конкурсы. Понимаете? Поэтому верьте в себя. И самое главное, делайте так, чтобы вам потом, через лет 5, через лет 10, было не стыдно на это смотреть. И самое главное, еще раз говорю, когда подходите к чему-то, старайтесь это делать упакованно. То есть не только, если вот, например, ребята с роботами, да, будут выступать, то вам надо обязательно продумать номер, потому что очень много паузных моментов, пока зажгется. То это должна быть какая-то... Может, на фоне мы танцевать что-то должны, так где-то Нет, сзади? для начала хорошая музыка должна быть, хороший свет, хорошая идея номера. В любом случае, я опять говорю профессиональные, важные вещи. Ваш номер, это должен быть полное, как сказать, посюжетно построенное произведение. Что бы это ни было, танец, песня, робот. То есть у вас должен быть так называемый месседж. Если кто-то не понимает, то смысл, послание вашего номера. Делаете ли вы танец, поете ли вы песню. Вот он сейчас спел, например, Зафар сразу заметил проблему. Я тоже заметил проблему, но я ее воспринимаю как много других проблем, потому что если кто-то знает английский язык, почти 90% английских песен, которые до нас доходят и которых мы любим, именно вот рок-песен, они
держит какую-то маленькую проблему. Это очень хорошая песня. Единственное, надо тебе чуть-чуть поработать над голосом, потому что это конкурс. Спасибо большое. Ну что ж, дорогие телезрители, это была программа «Вместе». Сегодня мы обсуждали запуск грандиозного центральноазиатского телепроекта «Центральная Азия ищет таланты». Сегодня в этой студии прозвучали мнения экспертов, мнения участников многих международных конкурсов, много выступлений вы смогли увидеть. И еще раз напомню, все, что вам нужно, чтобы участвовать в этом проекте, это снять свой талант на телефон, отправить ролик по указанному номеру, который еще не раз прозвучит в эфире телеканала Софина, да, отправить на Telegram, WhatsApp или Viber, и тогда вы сможете доказать и показать, что вы можете делиться своим талантом и стать достоянием не только нашей страны, но и всей Центральной Азии. Удачи всем, встретимся! Самая долгожданная телепремьера Центральной Азии. Шоу, покорившее сердца миллионов людей в более чем 70 странах мира. Got Talent – самое популярное шоу талантов, теперь и в Центральной Азии. В Таджикистане, Казахстане, Узбекистане и в Кыргызстане в Got Talent нет никаких ограничений ни по возрасту, ни по таланту. У каждого есть шанс стать звездой и выиграть главный приз – 260 тысяч сомани. Хотите стать участником Central Asia's Got Talent? Отправьте заявку на единый номер в популярных мессенджерах или свяжитесь с нами в официальных аккаунтах шоу в социальных сетях. Стань достоянием своей страны и всей Центральной Азии. Central Asia's Got Talent. Стань достоянием своей страны и всей Центральной Азии. В этом уникальном центральноазиатском телепроекте нет ограничений в возрасте или в таланте. Все, что вам нужно, это снять свой талант на телефон и отправить заявку по указанному номеру на WhatsApp, Telegram или Viber. Делитесь своим талантом и станьте достоянием нашей страны и всей Центральной Азии. Central Asia's Got Talent.